Последние 3 года все силы системы здравоохранения были брошены на борьбу с вирусом, ставшим головной болью для мировой медицины. Как и многие субъекты страны, наш регион столкнулся с высоким ростом количества заболевших и необходимостью обучения специалистов, работающих в красной зоне. Тогда главой Ингушетии было принято важное решение – подключить дополнительные силы для лечения пациентов. По просьбе Махмуда Али Калиматова к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко Ингушетию посетили несколько делегаций лучших столичных медиков. Инфекционисты, пульмонологи, реаниматологи и хирурги привезли необходимые медикаменты для лечения тяжелых пациентов и поделились опытом с ингушскими коллегами, благодаря чему удалось стабилизировать ситуацию с ковид. Это была очень большая такая помощь. И с ними же прилетели еще бригады специалистов. И вот то поручение, которое вы давали, оно еще до этого, Михаил Альбертович, он еще прислал по 2 бригады, потому что у нас изначально не было инфекционной больницы вообще, а было отделение только. И врачей, специалистов у нас не было. И я благодарен Министерству здравоохранения, что они семинары проводили. Они по 3-4 недели у нас были. Благодаря вот этой помощи, вот этой семинары, которые они проводили. Я с каждым из них встречался. И у нас получилось, что у нас сложился теперь коллектив специалистов каждой больницы. Ситуацию с ковид Махмуд Али Калиматов с первого дня держал на личном контроле. Повышение профессионализма медиков, а самое главное – вакцинация также способствовали снижению статистики заболевших. В Ингушетии сегодня функционирует 27 прививочных пунктов. Сформированы 10 мобильных прививочных бригад. Медики возвращаются в привычный для себя ритм работы. Сейчас, на данный момент, у нас коронавирусная инфекция идет к спаду. Это очень хорошие результаты. На всю республику в 5 медицинских организациях развернуто всего лишь 115 коек. На сегодня находится около 90 пациентов стационарных только в нашей республике. Мы знаем, когда у нас была ситуация с коронавирусной инфекцией штамма омикрон, у нас заболеваемость было более 2500 пациентов на амбулаторном этапе. Эта цифра уже снизилась до 1000, то есть процентов на 70 сокращение идет и амбулаторных пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией. О качестве здравоохранения невозможно говорить без оборудованных медучреждений. На встрече с президентом Владимиром Путиным глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поднял еще одну важную тему для региона – строительство многопрофильного медучреждения. Действующая Ингушская республиканская больница развернута в 1992 году на базе Назранской районной и сегодня не отвечает требованиям и стандартам. Строительство нового многопрофильного медицинского учреждения действительно необходимо, ведь долгие годы Ингушская республиканская клиническая больница работает в режиме скорой, оказывая экстренную медицинскую помощь пациентам, хотя изначально здесь должны лечить больных в стационаре. Сегодня там проходит лечение только 30% пациентов. Согласно проекту, больница будет включать в себя основной корпус на 450 коек, станция скорой медицинской помощи и поликлиника на 250 посещений в смену. И не только. Эта больница была предусмотрена как и введена в эксплуатацию как районная больница в свое время. Но сегодня новые стандарты, новые порядки и те требования, которые предъявляются к медицинским организациям сегодня, конечно, республиканская больница не соответствует. Поэтому та больница, которая запланирована сейчас, она будет соответствовать всем порядкам оказания медпомощи, всем тем нормам маршрутизации пациентов, поступивших в саму клинику. Система здравоохранения не стоит на месте. Появляются дополнительные условия для медиков и пациентов. В Ингушетии за последние 3 года увеличились также темпы строительства новых объектов. У нас идут большие стройки медицинских объектов. Это Кантышская участковая больница. Строится на 60 коек и на 150 посещений в смену с поликлиникой. У нас строится отдельный инфекционный корпус детский, где на территории детской республиканской клинической больницы. Сейчас запланировано и уже направлены документы на строительство многопрофильной больницы. Ачалукская участковая больница, Карабулахская больница городская. То есть сейчас темпы строительства новых объектов, а также у нас идут по модернизации первичного звена ремонты многих объектов. И в этом году запланирована детская республиканская поликлиника. Также за последние 3 года удалось полностью
реализовать задачи, поставленные федеральной программой модернизации первичного звена здравоохранения. В ее рамках в Малгобеке приобрели самые современные аппараты УЗИ сердца и физиотерапии, а также компьютерный томограф. Серьезную поддержку оказал Национальный фонд развития Ингушетии. Благодаря ему новое оборудование появилось и в РКБ. В больнице установили эндоскопический аппарат. Его широкий спектр параметров позволяет выявлять внутрипротекающие заболевания желудочно-кишечного тракта. У нас были просто такие эндоскопические аппараты, которых у нас их было, они были переносные и так далее. Но как стойка вот такая и с видео разрешением у нас таких аппаратов не было. За последние 3 года значительно обновили автопарк скорой медицинской помощи. Только за прошлый год регион получил больше 20 специализированных машин. Особенно в них нуждались в отдаленных сельских поселениях. Тот автотранспорт скорой медицинской помощи, который есть и функционирует, он быстро изнашивается. И обновление автопарка скорой медицинской помощи – один из важных приоритетных задач, которые глава республики на сегодняшний день решил. И те бригады, которые выезжают сегодня, и время прибытия до пациента у нас сокращено до 19 минут, было 22. Это говорит о приоритетности организации оказания медицинской помощи экстренного и неотложного порядка. Власти региона на достигнутых результатах не собираются останавливаться. Работа по модернизации системы здравоохранения продолжится до достижения поставленных задач. Лина Цичоева, Магомед Даскеев. Новости 24.